Продолжаем работать. Таким образом, измерения показывают, что год хиджры почти на 10 суток короче солнечного. Точнее, 100 солнечных лет равны 103 годам мусульманской хиджры. С тем, чтобы установить наиболее точный календарь, я предлагаю следующее. Вот, взгляните на этот рисунок. За начало года берется день, когда солнце вступает в Овен, то есть начало истинной весны. И далее, в начале каждого месяца, солнце вступает в новое созвездие зодиака. И таким образом, месяцы этой эры – истинные солнечные месяцы. Исчисление данной эры исключает все прежние и все возможные ошибки календаря на 1000 лет. Каково? Ты понимаешь, что происходит, Низамата? Великая мудрость. Достойный подарок всем твоим подданным народам и землям, государь. Со времен древних царей постоянно вводились новые эры. В результате этих реформ многие... Создание нового календаря, безо всякого преувеличения, можно считать научным подвигом Омара Хайяма. Хайям с помощью одних лишь астролябий и секстантов сумел рассчитать знаменитые астрономические таблицы и на их основе предложил календарь, гораздо более точный, чем наш, современный. Во все последующие века ученые много раз обращались к этому календарю и поражались точности тех наблюдений и расчетов, которые разработал Хайям. И после месяца Исфандармуза наступает древний и вечный праздник весны, праздник Нового года – Навруз. Великолепно. Спасибо. Спасибо тебе, мой друг. Осталось только дать достойное название новому календарю. Думаю, он должен называться эрой султана Малика. Лучшего и придумать нельзя. Превосходно. Как ты считаешь, Омар? Пусть будет так.